Инна Царева – педагог, художник, теолог. В 1992 году участвовала в создании одной из первых в России православных школ – Елизаветинской гимназии, где работает по сей день в должности заместителя директора. Имеет два высших образования – юридическое Московского государственного университета имени Ломоносова и богословское Свято-Тихоновского православного университета. Раннехристианская богословская литература – одно из основных увлечений. Живопись – еще одна сфера интересов, где Инна осуществляет профессиональную деятельность. Является лауреатом ряда художественных выставок. В 2020 году художница открыла для себя уникальный мир православной Сербии. Впечатление, удивление, восхищение, вызванные соприкосновением с этим любящим Россию и россиян балканским народом и его культурой, вдохновили Инну на создание телеграм-канала, где она делится фотографиями, мыслями и фактами со своими подписчиками. Если вы посмотрите на мой мольберт, то вы увидите здесь сербский пейзаж. Это типичный сербский пейзаж с гористой местностью, с каменной оградой и каменной церковью. Будучи теологом по своему образованию, я около 20 лет преподавала в Свято-Тихоновском университете Священное Писание Нового Завета, а также патрологию. В последнее время я профессионально занимаюсь сербским православием и вопросом взаимоотношения двух наших стран, наших братских славянских народов, русского и сербского народа. Россия и Сербия договорились о проведении перекрестного года культуры в 2024 году. Очень многие деятели российской и сербской культуры будут принимать участие в самых разнообразных событиях. Но мы должны с вами прекрасно помнить, что Россию и Сербию связывают столетние отношения. Благодаря России Сербия обрела независимость. Многие говорят о дружбе, которая существует между нашими народами. Так вот, о духовном родстве русской и сербской культуры мы сегодня и будем говорить. И будем говорить с гостем нашей программы, Царевой Инной. Инна, я очень рад приветствовать вас в нашей студии. И сразу хочу задать вопрос. Вот очень часто говорят о русско-сербской дружбе. А может быть, это всего лишь навсего миф? Но мы хотим, чтобы кто-то нас любил. Поэтому мы и вот так часто говорим, что да, сербы нас любят. А может быть, в реальности этого нет? Может быть, нас любят какая-то небольшая часть сербского народа. Вот вы неоднократно бывали в Сербии, поэтому можете реально свидетельствовать об этом. Есть эта дружба или нет? Не поверите, но именно с этого вопроса и начался мой интерес к Сербии. Когда вот вся эта наша история с СВО началась год назад, и люди русские, многие были смущены и стали говорить: если ты вдруг хочешь убежать, то никому ты не нужен. И как-то в разговоре со знакомыми промелькнуло: да, нас никто не любит, мы никому не нужны. Правда, есть вот какая-то страна такая, забыл, как называется. Что-то такое. Где-то она там находится. Как же она называется? Там нас точно любят. И так в разговоре возникла Сербия. О, Сербия, точно, Сербия. И я себя поймала на мысли, и мне стало стыдно. Я ничего не знаю о Сербии. И поехала проверить, действительно ли это так. Действительно ли существует дружба между странами и существует ли любовь. И какое же было мое радостное удивление и какое счастье, когда вот эта идея была подтверждена мною и подтверждается по сей день. Я с тех пор очень часто там бываю и каждый раз думаю: все. Наверное, это новичкам везет, поэтому меня в таком счастье принимают, и столько любви я испытываю на себе, совершенно незаслуженно. Ведь не я же лично освободила сербский народ, в XIX веке, например. Я думаю, ладно, вот сейчас уже будет какое-нибудь искушение или разочарование, но до сих пор
его не происходит. Обычно действительно произносится много слов, и никто не хочет их проверять. И тут проверка состоялась. Да, мне было страшно ехать, потому что Балканы – это действительно, да, Пороховая бочка Европы. пороховая бочка Европы, все войны мировые начинаются на Балканах. Что мы еще об этом знаем? Что там криминогенная ситуация, да? Что там Балканские высокая мафии. преступность, что там балканская мафия, что там наркотрафики, там, в конце концов, везде шныряют албанские террористы. И плюс мы знаем, конечно, что эта страна испытывает санкции уже много лет от всех западных стран. То есть там не сладко жить, и мне было страшно. А первое впечатление, вернее, первый опыт, когда ты почувствовала, что я здесь своя. Знаешь, какое первое впечатление? Какое? Вот удивительно, картинка первая. Я вообще ничего не представляла, даже не уверена была, сейчас очень снобистски прозвучит, по-московски, поэтому перед сербами прошу прощения. Не была уверена, что есть там асфальт вообще в Белграде. Вот. И самолет приземляется над Белградом. Это был ночной рейс. Очень трудно было достать билеты на рейс. Самолет приземляется, и я, значит, к окошку, на что похож город, там светятся огни. И первое, что я вижу, вот среди темноты ночи, огни в виде большой буквы Z над Белградом. Я даже сфотографировала это. Ну, все, мне привет просто из космоса. Меня тут ждут. И поэтому, когда вот начали говорить о 600-метровом флаге России, который пронесли вот по улицам Белграда, это еще одна такая материализация той любви, которую сербы испытывают к России. Абсолютно. Конечно, да. Это действительно материализация дружбы и очень смелая. Мы не должны забывать, что та трудная ситуация, в которой сейчас находится Сербия, ну, она очень-очень трудная. Это буквально действительно маленькая балканская страна, которая стиснута со всех сторон НАТО, окружена и испытывает колоссальное давление. И Сербии сейчас очень мстят вот за ее традиционную прорусскую, скажем так, ориентацию, выражаясь таким языком сухим, а на самом деле просто за любовь к русским и к России. Вы, когда стали изучать Сербию, вы сразу стали пытаться найти вот основу, первооснову вот этих духовных связей России и Сербии. И я очень хочу, чтобы вот, Инна, вы рассказали нашим телезрителям об этих своих находках. Да, я даже посвятила в последнее время свой телеграм-канал как раз освещению русско-сербских отношений, потому что стыдно нам, русским, так мало знать о тех, кто нас так беззаветно и искренне любит. Надо же все-таки быть благодарными. Быть благодарными, да. Потому что, кого действительно изучаем, мы даже в курсе истории, да. Ну, любой хороший ученик, он знает французских королей, английскую революцию, не знаю, реконкисту там испанскую и так далее. Но мы ничего не знаем про Сербию. Все знают бабушку Ивана Грозного, гречанку, да, Софью Палеолог. Поэтому, когда появился у меня текст про сербскую бабушку Ивана Грозного, первые комментарии я услышала им такие: «Какая сербская бабушка? Историю надо знать, бабушка, Софья Палеолог». Говорю, спасибо большое, да, конечно, но у человека обычно две бабушки. Да, и действительно у царя Ивана Грозного бабушка сербка. И более того, бабушку-сербку звали Анна Якшич. Она была матерью княгини Елены Глицкой, второй супруги Василия III. И так судьба Ивана Грозного сложилась, что он же осиротел в детстве. И получается, что единственным взрослым, близким родственником, который был у этого мальчика Ивана Васильевича, который согревал его, воспитывал, пел ему песни колыбельные, это была его сербская бабушка Анна Якшич. Она, кстати говоря, и читать его научила. И читать она его научила по книжке «Житие святого Саввы», «Житие Саввы Сербского». И когда я уже стала заниматься этой историей и историей Софьи Палеолог, я потом поняла, что Иван Грозный в том числе является потомком святого Саввы Сербского. И да, вот это самая потрясающая история, что на самом деле русские цари, они являются потомками самых главных сербских святых. Да. И когда вот эту видишь, вот эту первооснову, ты вот к словам, которые часто произносятся: «Ой, духовное родство», а что за этим стоит? Это и кровное родство в том числе. И получается, что для Москвы того времени, для Москвы Третьего Рима,
видимо, вот это грандиозное сербское православие, оно было чем-то очевидным. Абсолютно. И эту связь они чувствовали, эту связь утеряли мы. Абсолютно. Вот вы начали, Василий, нашу передачу с анонса Года сербской культуры. Но дело в том, что каждый год в российской истории – это год русской сербской культуры. Давайте пример приведем Пахомия нашего логофета. Это серба, ученого-монаха, которому мы обязаны житиям всех наших самых известных русских святых. Ведь он написал житие и Алексея Митрополита Московского, и преподобного Сергия Радонежского, и учеников преподобного Сергия Радонежского. Он написал богослужение Покрову Пресвятой Богородицы, иконе знамени Пресвятой Богородицы Новгородской. Он собрал собор новгородских святых. Этот человек, ну что бы мы делали без его житийной литературы? А 18 век, когда громадное количество сербов воевало в российской армии Абсолютно. против Османской империи. Да. Один город Славяно-Сербск чего стоит, Да. Который, ну, его название лишний раз напоминает нам, Конечно. кто основал этот город и сколько полков именно Абсолютно сербов точно. воевало в российской армии. Александр Сергеевич Пушкин из Сербии. Ты знаешь, что арапа Петра Великого привез в Россию серб? Сава Владиславович, который был правой рукой, да, помощником Петра Великого. Он его выкупил на невольничьем рынке в Стамбуле. И благодаря этому, да, подарил его царю Петру, тот его крестил, был его крестным отцом, тот дослужился до высокого чина, женился, как мы знаем. И вот его внучка стала матерью Пушкина. Все-таки у нас очень много людей, которые, хотят такой математической точности. Они утверждают, не могут же все сербы любить Россию. Вот с вашей точки зрения, какое количество сербов, процентов, очень хорошо относится к России? Существуют независимые в том плане, что они совершенно не русофильские, не сербофильские. Это очень западные, абсолютно проводимые нашими западными партнерами, скажем так, опросы населения. И вот американские подсчеты говорят, что более 80% населения Сербии всегда выступают против введения санкций против России. Да? То есть это больше 80% населения. Это на самом деле колоссальная цифра. Да. А вот такой еще очень важный вопрос. А в чем основа вообще сербского мифа, исторического мифа? Ведь сербы проиграли свое главное сражение. Мы выиграли Куликово поле в 1380 году и обрели относительно быстро независимость, создали такое грандиозное государство. А сербы, которые еще совсем недавно, в начале XIV века, они тоже создали достаточно серьезное такое православное царство. Да, а они свою битву, свое Куликово поле, они проиграли в 1389 году. Как они жили с этим поражением? В этом и удивительная история. И можно сказать, что в этом, наверное, кроется зерно, ключ к пониманию сербской души. 1389 год, 28 июня, день Видовдан, день святого Вида. Это битва сербского войска против османских завоевателей. Сокрушительное поражение. Войско гибнет все. И после этого Сербия на 500 лет уходит во мрак этой османской мусульманской оккупации, которая сопровождалась, ужас, что творились. Можем себе представить, если 500 лет исламская цивилизация, да, у нее развязаны руки перед православным, да, над православным населением. И тем не менее, сербы говорят, что этот день, именно тогда мы родились как народ. И Видовдан каждый год они празднуют. Это национальный праздник. Они собираются, вручают друг другу награды, поют песни. Ты, как историк, скажи мне, ты знаешь какую-нибудь еще такую битву в истории человечества, которая бы закончилась так сокрушительно и которую люди празднуют как свою победу? Нет. И здесь, конечно же, прямое сравнение с крестом. Да? То распятие, смерть на кресте и это воскресение. Да. Потому что предшествовало этой битве? Я должна, наверное, рассказать, да, такую преамбулу. Дело в том, что предводитель сербского войска, князь Лазарь Хребелянович, он не имел королевского титула, он был князем. Он молился перед битвой, и ему было видение. Ему явился сам Господь, который спросил: «А какого царствия, Лазарь, ты хочешь? Земного
или небесного? Вот какой ты ответ мне дашь, то царство я тебе и дарую, презентую, и всей твоей стране. Он подумал и ответил, что он хочет небесного царствия. После этого он утром выходит к своим воинам, они все служат литургию, причащаются, и все умирают. То есть народ принял решение умереть. Умереть ради земного царства. Умереть для экономической выгоды, для процветания, для каких-то амбиций в этом мире. И практически, да, все сербы умерли, а, как мы знаем, что мертво умереть не может. И, наверное, в этом секрет, что они не выродились. Это фантастика. Прошло 600 лет, больше 600 лет. Они не выродились после этого. Они сохранили свою национальную идентичность, свой язык, хотя и письменность была запрещена. Ни одной книги не публиковалось. Сохранили свою веру, что самое основное. И всегда ждали момента, когда можно будет взять реванш. И они дождались этого момента через 400 с лишним лет. Какое колоссальное терпение. Это удивительно. И, конечно, в тот момент на Косовом поле сербы отказались от всех земных притязаний. То есть они знают, больше никогда не будет сербской империи. И мы будем страдать всегда. Но мы знаем, за что мы страдаем. Потому что сербы – небесный народ. Они заключили этот завет с Богом. И отсюда любовь к России, отсюда понимание нашей иррациональности. Как раз и хотел спросить, а откуда же вот эта любовь? И как раз вы свидетельствуете, что именно отсюда, из этого уникальнейшего креста, который они взяли. Они взяли его на себя, да. И поэтому они понимают Россию, русскую душу. И вот действительно тот духовный корень русскости, им его объяснять не надо. Вообще сербы – это такие люди, единственные, наверное. Никогда нет такого ощущения, у меня в жизни не было, что ты приезжаешь, и тебе ничего не надо объяснять о себе. Вообще ничего. Такого даже с близким не бывает. Да вот как будто они всю жизнь тебя знали и видели. А сербский язык, он понятный или нет? А тут такие есть и загадки. Дело в том, что сербский язык, конечно же, относится к группе славянских языков. И когда-то мы говорили на одном языке. Вот как раз во времена Ивана Грозного это был один язык. И даже еще в XIX веке это был один язык. Существует же проект при императоре Александре I, незадолго до нашествия Наполеона на Русь. Был такой проект присоединения Сербии к России. Ты знаешь, конечно же. Да, они сами просили сербов. Это их была идея, как им избавиться от турецкого владычества. Они взамен предлагали себя России. И он существует, этот текст, когда они нижайше просят императора Александра I. И он весь написан практически по-русски. Абсолютно нашим шрифтом, нашим языком. Но вообще невозможно подумать, что это пишет кто-то на русско-церковно-славянский, скажем так. Да. Потом там тоже была реформа в XIX веке, реформа Вука Караджича, который был таким засланным казачком. И это была такая вестернизация сербского языка. Были введены буквы несуществующие в церковно-славянском и несуществующие в русском. И сейчас где-то так. 1/3 понятно, 1/3 непонятно русскому человеку, если он слышит сербскую речь, а еще 1/3 перевернута. Там есть совершенно слова-перевертыши, то есть это церковно-славянские слова, но имеющие противоположное значение. Ну вот пример. Например, ценность по-сербски будет вредность. Православие – самая большая вредность сербского народа. Да, такую услышишь, да, а вы еще про духовность говорите. Ага. Да, поэтому здесь нужно быть начеку. Язык, конечно, нужно учить. Иначе вот так можно попасть в ловушку. Но он все равно сохраняет определенную близость с церковно-славянским языком. Да, но когда приходишь в церковь, там тебе все понятно, даже несмотря на то, что во многих сербских храмах богослужение идет на современном сербском языке. Тема истории и церкви всегда понятна русскому человеку. Очень все близко. Я очень хотел, чтобы ты прокомментировала открытие самого большого собора
в Сербии в честь святого Саввы, сербского. Потому что вот мы живем в секулярном мире, и, к сожалению, мы не понимаем вообще, что произошло. Вот. Ну, открыли большой собор, красивый, молодцы, да. Храм Святого Саввы не только самый большой храм Сербии, но и самый большой храм на Балканах. Вообще в той части Европы самый большой православный храм. Он сопоставим по размерам и даже больше в чем-то, чем храм Святой Софии, по каким-то параметрам. Этот храм строили 100 лет на народные деньги. Посвящен он главному сербскому святому, святому Савве. На том месте он построен, на котором турки 500 лет назад сожгли его мощи торжественно. Они притащили мощи из Мелеша, вот не лень было. Далеко находится монастырь, где были мощи, на границе с Черногорией. Забрали их оттуда силой, принесли на главную площадь города, и там сожгли, чтобы сербам сделать больно. И вот где-то около 300 лет сербы ждали возможности построить этот храм. Потом еще 100 лет его строили. И в итоге освящен был храм в 2021 году. В 2021 году. В этом самом году, в 2021, храм Святой Софии Константинопольской Превратили был в мечеть. превращен в мечеть. Должна еще сказать, что храм Святого Саввы построен по прототипу. Архитектурно он не только по размерам напоминает, приближен к храму Святой Софии, но и архитектурно. Вот этот объем купола и все остальное решение, если вы посмотрите на фото, на изображение, на видео, вы сначала решите, что это храм Святой Софии. Настолько он похож. Красота мозаик внутри. Ну, действительно. Входишь в храм Святого Саввы и понимаешь, что чувствовали послы князя Владимира, которые не знали, на небе были или на земле. Да. И вот как так совпало, что в том же самом году наконец-то храм был достроен, и тогда же София стала мечетью. И получается, что храм Святого Саввы, балканский, да, белградский, взял на себя вот эту энергию Миссию Святой Софии и миссию Софии. По сути, это новая София. Да, и любой, в общем-то, относительно трезвый наблюдатель может понять, что подгадать это было невозможно. Что вот если ты хочешь увидеть промысел Божий, вот тебе реально Конечно, подгадать вот так проявление. вот 450 лет, вот это все шло к этому моменту. Конечно, только Господь знает, да, такую дальнюю перспективу. И ни один самый гениальный человек этого предугадать не может. Я был потрясен, когда узнал, опять благодаря тебе, что все храмы в Белграде, они 20 века православные. Да. А мечети, пожалуйста, мечети есть там 17 века. Да, могилы разных турков, там хаджи каких-то там, пожалуйста, стоят, все нетронуты. Ни одной граффити, ни одной надписи, все аккуратненько. Это при этом, что... Те народы, которые сжигали святыни. Да, которые сжигали святыни, которые издевались над ними самими, угоняли их в плен и так далее. Мальчиков забирали в янычары. Жуткие истории. А что они делали с монастырями? Тоже расскажи, пожалуйста. Это же просто изуверство. Монастырь приходят турки, сначала снимают крышу. Сначала снимают оцинковку с крыши. Металлическое покрытие. Для того, чтобы шли дожди, наступали перепады температур, появлялись грибок и прочие всякие заразы. И чтобы потом, роспись? Да, невозможно было восстановить. И церкви, и монастыри по 200, по 300 лет стояли разрушенными. Вот иногда мы такое говорим, нас оторвали от корней. Знаешь, про Россию сейчас вернемся. Нас оторвали от корней, мы не ходим в храм, потому что нас в детстве не научили. У нас было 70 лет, иго коммунистического. Мы такие да. Поэтому не надо удивляться, что у нас, допустим, недостаточно православная страна или высокий уровень того, чтобы не хотелось статистику в православной стране, уровень разводов, например, да, или детской смертности, абортов и так далее. Это у нас 70 лет, но у людей было 500 лет. 500 лет! Монастырь, Студеница приезжаешь, Сопочино, великие святыни. По 250 лет стояли без крыши, нельзя было, видишь священника, сразу его на кол посадят, чтобы рядом там был. И до сих пор ты приходишь, там эти фрески, слава Богу, сохранились, очень многие в хорошей сохранности. И монастыри сейчас восстановлены. А какая фреска является символом вообще сербской православной культуры? Есть, конечно, ярчайший символ «Белый ангел». Да, история с белым ангелом, она, конечно, удивительная. Слава Богу, она известная. Белый ангел, он внесен во все мировые каталоги
действительно, по истории культуры и искусства, самое известное изображение ангела в мире. Белый ангел – это фреска монастыря Милешева, это 13 век. Ангел на гробе, пришли жены мироносицы, и вот он показывает им пустой гроб и говорит, что его нет здесь, Спасителя, он воскрес. И такие испуганные мироносицы увидели явление ангела, причем ангел такой очень мужественный, весьма такой, знаешь, совсем не такой ангелочек, как изображают на таких вот прозападных картинках, скажем. Весьма такой брутальный ангел и очень красивый. И вот это самое известное изображение ангелов в мире. И был приказ тоже отдан в 90-е годы разбомбить этот монастырь. То есть во время вот Югославской войны был отдан приказ об уничтожении именно того монастыря, где находится это изображение. Да, и потом женщина-пилот, которой был отдан этот приказ, она уже летела и увидела в небе ангела. И развернула самолет. И много лет спустя приехала с плачем американка в этот монастырь, и она сама лично рассказывала эту историю. И вот, да, у нее были такие покаянные слезы. Поэтому они говорят, этот ангел, белый ангел, они говорят, белый ангел, он нас хранит, он охраняет Сербию. Вот он на страже. Ну, вот, Ин, ты рассказал очень много глубоких слов, и поэтому хочется задать тебе следующий вопрос. А чему мы можем научиться у сербов? Радости. Радости? Они сами говорят, знаешь, сравнивая русское православие и свое собственное, они говорят, так, русские учат нас покаянию, а мы учим русских радости. У них есть такое удивительное понятие в сербском языке мерак. Мерак, 5 букв. Это состояние счастья посреди совершенно нелогичных, не ведущих к этому счастью обстоятельств. То есть серб может сидеть на попелище и радоваться тому, что вот, ой, потеплело, солнышко вышло. Ну, как Господь, заповедь Господня, будьте радостны. Да. То есть это счастье не когда у тебя все склалось, что говорится, да? Ой, удачно повысили зарплату или там сына в хорошую школу определили. Нет, это просто вот тебя настигает волна благодати, и ты просто идешь, действительно, могут падать бомбы, а ты идешь и улыбаешься. Потому что ты, не потому что ты, конечно, радуешься обстоятельствам, а просто у тебя вот тихая благодать в сердце, и ты понимаешь, что без Божьей воли ничего с тобой не случится. И вот эта вот нелогичная радость, причем она бывает у них не моментная, вот раз чуть-чуть накрыла, а потом я опять пошел свои дела делать, суетой заниматься. Нет. Они вот в ней умеют, они как-то умеют ее так ловить, что она у них всегда существует. Вот они на этой волне живут. И это удивительно. И они этим делятся сейчас с нами. Поэтому, я считаю, нужно нам говорить о том народе, который нас любит, и знать о нем, что у него можно и учиться. У нас же сейчас действительно тяжелые времена, да, в России совсем серьезные, скажем так. Но при этом они говорят, радуйтесь, и надо всегда находить повод для радости. У русского человека есть такая, знаешь, в характере, я это называю достоевщина, такая двойственность. Но можно долго говорить об истоках этой двойственности. Но она есть, мы ее у меня зафиксируем. есть идея, откуда эти истоки, но это отдельная большая тема. Да, мы патриотичны. Но мы отрицаем себя в какой-то глубине своей души. И себя так немножко подъедаем, подмарываем, скажем так, подтравливаем вот этим самокопанием. Вот этим тем, вот чем, вот, конечно, Раскольников дошел там в этом смысле до апогея. Но немножко это есть в каждом русском человеке. У них этого нет. Они от этого избавлены. У них есть вот такая целостность натуры. Они просто любят и все. Знаешь, это как любовь – это отражение в глазах любимого человека. И вот мы отражаемся в их глазах. И поэтому, когда приезжаешь туда, ты понимаешь, что я отражаюсь в их глазах. И это такое непередаваемое ощущение, что, наверное, нужно только лично это испытать, чтобы мне поверить. Вот ты очень здорово рассказала про мерок. А можешь еще рассказать про некоторые совершенно особые состояния сербской души, опять какие-то выражения, которые, в общем-то, русскому человеку необходимо знать? Есть еще классное такое состояние сербской души, называется инат. Да, я про инат знала давно, но последний мой приезд в Белград, значит, меня встречает таксист в аэропорту, как всегда, по традиции, не берет с меня денег, потому что я русская. Там вот так вот. Они же не про деньги, им все равно, что они не будут никогда богато жить. Говорит, у нас есть один генетический грех. Я говорю, как это генетический грех? Разве бывает такой грех? Он говорит, бывает, называется инат. И что это? Да, значит, смотри, инат – это тоже состояние сербской души.
Это упрямство такое на грани... это инод. Это очень сильное упрямство. Ты можешь делать это даже иногда на зло. И это очень здорово. Мне кажется, инод, он тоже помог сербам выжить. Потому что, вот смотри, да. исторический пример инода, но они, знаешь, так иногда можно увидеть в каких-то дилетантских, сербофильских, опять же, публикациях. Например, инод – это купить билет на автобус и пойти пешком на зло кондуктору. А вот пример инода, тот же, например, Косовский бой. Князю Лазарю сам Господь сказал: ты проиграешь. Он сказал: Господи, спасибо тебе большое, что ты меня предупредил. Но я все-таки пойду. Я же серб, я не могу не защищать свою землю. То есть он знал, чем закончится, и все равно пошел. То есть вот это. И, конечно, вот это противостояние, например, 99-й год, бомбежки Белграда натовской авиацией, люди не то что убегали из города, эвакуировались, нет, все школы продолжили работать, а люди выходили в кафе на улицах, на открытые кафешки. Не было мест. Они сидели в кафе, наливали себе раки, закуривали и говорили: давай. У них майки продавались «Таргет», то есть мишень. Я мишень. Да, Ты меня видишь? Давай, бросай в меня. То есть вот такое. Серб Христов не боится смерти. Знаешь, откуда эта фраза? Нет. Есть такой сербский мученик диакон Аввакум, не путать с протопопом Аввакумом, русским деятелем истории и культуры. Диакон Аввакум жил в 19 веке, в конце, турецкого уже владычества, когда оно уже издыхало, шло на нет. Это был очень красивый молодой человек, который пришел в монастырь и уже был в сане иеродиакон. Туда пришли турки и сказали: всех посадим на кол. Я сейчас очень огрубляю историю, там очень интересная история. Я просто сильно упрощаю, скажем так. И он был настолько красив и вообще восхитителен, и свят, и вообще бесподобен, что много раз турецкие паши ему предлагали: да вообще мы тебя женим на принцессе нашей. Ты вообще у нас шах-падишах будешь. Хочешь, будешь вообще главным пашой. Хочешь тебя в Белграде делать? Все, что хочешь, делай. И даже его мама говорила: ну что тебе стоит? Ну прими ты это обрезание. Это вообще все. Вот. И он сказал нет. И когда его вели на смерть, он пел песни, и там главная его фраза: «Серб Христов не боится смерти». Я когда увидела эту надпись над его мозаичным иконографическим изображением в Белграде, я сначала думала: «Сераб Христов и не боюсь смерти». Нет, сераб и серб, это пишется как по кириллице одинаково. Серб Христов не боится смерти, потому что они все умерли в XIV веке. Да? Вот в этом смысле, в том. Они умерли и родились для Бога. То есть это такой духовный народ. Поэтому, когда их бомбят, они говорят: что, бомбежки? Давай, таргет. Все мосты, которые бомбили, на мостах музыканты давали концерты, и молодежь плясала. Вот. И такой у них был 99-й год. И они вспоминают сейчас это как счастливое время, когда вот они очень объединились, все сроднились, и это было им весело. Вот это инод. Ин, одна из твоих ипостасей – ты художник. А вот удалось тебе пописать в Сербии? Удалось создать какие-нибудь картины? Да, я езжу в том числе и за вдохновением. И у меня есть проект художественно-религиоведческий, большой такой замысел, который, я надеюсь, через несколько лет полностью реализован будет. Да, пишу там пленэры. И возвращаясь уже в Москву, делаю из них пейзажи. Надеюсь сделать выставку в Белграде как раз в том году, когда будет год нашей русской и сербской культуры. Перекрестный год. Да, а еще меня пригласили в Республику Сербскую, поэтому я теперь мечтаю исследовать сербский мир. И за пределами, потому что сегодняшняя Сербия такой очень сильно покоцанный кусок земли. Великая Сербия, она гораздо шире. А Сербская республика, я напомню нашим телезрителям, это территория внутри государства Боснии и Герцеговины. Да, энтитет, да, внутри Боснии и Герцеговины, делящийся по национальному признаку. То есть там есть мусульманская часть и есть часть сербская. И вот говорят, что там живут самые сербские сербы. Поедем, увидим. И я надеюсь, да, написать об этом и поговорить словами, и сделать живописный тоже проект для, опять же, это будет миссионерская тема, объединяющая нашего народа.
И я очень прошу тебя сказать несколько слов о великих сербских богословах 20 века, об Иустине Поповиче и, конечно, о святителе Николае Сербском. Вот несколько недель назад была и у того, и у другого в том месте, где у их мощей. Они находятся, во-первых, это, да, святые 20 века, они рядом жили, знали друг друга. Иустин Попович учился у святителя Николы Велимировича, и их монастыри, где находятся мощи одного и другого, находятся в 5 километрах друг от друга. Монастырь Челия, где святой Иустин Чилийский, его так прославили, Иустин Попович, и монастырь Лелич, это родное село святителя Николая Сербского. Через 5 километров можно дойти пешком. И когда маленький был мальчик Никола, он пешком ходил в Челия в школу, чтобы учиться. Представляешь? А потом Иустин Попович у него учился. Это, конечно, фантастика. Вот такие люди святые. И я, между прочим, именно у святителя Николая Сербского первого прочла о том, что такое Косово для сербов. И у него же я потом прочла отношение к России, что царь Николай II и вся Россия – это новое Косово. Они очень любят нашего царя и царскую семью. За то, конечно, что он сделал в Первой мировой войне. Они почувствовали, что он поступил как серб. То есть он вот поступил, да. Они так считают. Они считают так. Они, конечно, очень... здесь есть такое, наверное, гипербола. Но они имеют право на эту гиперболу. Они считают так, что царь Николай отдал себя, свою семью и свою страну, чтобы спасти Сербию. Потому что Сербия-то ведь победила в этой войне. Но хуже всего была Россия. Мы вышли и вообще все проиграли, а Сербия победила. И она сейчас настолько скромное государство, что у них нет Дня Победы. Это у них так и называется День перемирия, как во всем мире. Говорят, это же ваша победа. У нас День перемирия. Да. И Сербия вышла победительницей из этой войны. И они говорят, это только благодаря России. И у святого Николая Сербского есть такие слова, что сколько бы поколений ни прошло, но серб должен быть благодарен России за то, что сделал царь Николай и весь русский народ. А вот эта книжка святителя Николая, «Царев завет». Вот она тут лежит, потому что я для тебя принесла. Спасибо. Я хочу тебе подарить. Это как раз святитель Николай Сербский. Название «Царев Завет», «Царев Завет». Это не потому, что у меня фамилия Царева. Царев, это да. не я написала. Это написал святой Николай Сербский. Переведена на русский язык. Художественное произведение. Начнешь читать, зачитаешься. О последних, даже не днях и даже не часах, а даже минутах. О последних минутах жизни князя Лазаря, героя Косовской битвы. То есть святой Николай Сербский, он постарался для сербов написать так, что думал и чувствовал человек, когда его уже вели, князя Лазаря, отрубить ему голову турки. И он последний раз общается с Богом и спрашивает его. Потом, пожалуйста, обязательно расскажи мне о своих впечатлениях. Повторяю, это художественное произведение. Святые могут писать и так тоже. Не только проповеди или богословские трактаты. Да, она вот такая маленькая, но здесь вот на самом деле суть. Косовский миф – это, если ты это поймешь и полюбишь, то ты навсегда полюбишь Сербию, и путь на Балканы мистический тебе будет открыт. После нашей с тобой беседы, многие наши телезрители откроют для себя Сербию. То есть не просто для них будет существовать какая-то небольшая балканская страна, где нас любят, а вот чтобы они почувствовали, что в этой маленькой стране, в этом маленьком народе действительно скрыты такие духовные глубины, что нам есть чему у них поучиться. Да, и в них скрыто много силы и поддержки нам, для России. То есть мы можем вот буквально сейчас на их плечи даже опереться для того, чтобы понимать, что у нас все получится, друзья.